москвичек, которые выступают на этих соревнованиях, уже успела продемонстрировать свою короткую программу. Это Ксения Синицына. Но, к сожалению, Ксении, которая так же, как и Алена Канышева, тренируется в Реутове в группе у Светланы Пановой в школе «Снежные барсы», не удалось чисто исполнить каскад, и она таким образом потеряла, ну, я думаю, ну, 5-6, может, даже большее количество баллов. И сейчас она с результатом 61,26 занимает вторую строчку. Вслед за Лианой Вахитовой, выступающей здесь за Республику Татарстан, которая, чисто откатав свою короткую программу, набрала 61,34 балла. Дарья Батяева, представляющая Республику Саха, идет пока на третьей строчке. Это улучшилая спортсменка, катаясь под первым номером, то есть открывая соревнования по фигурному катанию на играх «Дети Азии». Сумела набрать 54 балла и очень чисто исполнив весь свой прыжковый контент, может быть, немножечко в силу возраста не добрала в оценке за компоненты. Но если продолжит прогрессировать в том же духе, то обязательно все у нее получится. Сейчас на льду, помимо Алены Канышевой, также находится спортсменка из Филиппин Чуа Шарман, которая открывает эту группу участниц. Виктория Ануфриева, выступающая за Уральский федеральный округ, представит свою короткую программу следующей после филиппинской спортсменки. Дальше на льду мы увидим Ангелину Баймасову, выступающую за сборную Сахалина, за вторую команду Сахалина. Потом Алена Канышева, еще одна сахалинская фигуристка Диана Джилакян. И закроет соревнования в этой группе участниц Ясмина Кадырова, выступающая за Республику Татарстан, так же, как и лидер текущих соревнований Лиана Вахитова. Ну и несколько лирических отступлений. Расскажу, что в играх «Дети Азии» принимает участие порядка 2000 спортсменов. И каждый день эти спортсмены, а также, собственно, их члены официальных делегаций, их тренеры, те люди, которые сопровождают спортсменов, вынуждены питаться в столовых, и каждый день обслужить питанием нужно около 3000 человек. Это и гости из других стран, это волонтеры, обслуживающие специалисты, организаторы. И завтраки, обеды и ужины проходят на 25 объектах питания. Причем блюда меняют, чтобы приемы пищи были более разнообразны. В частности, особое внимание куриному мясу уделила уже многократно упоминавшаяся в наших трансляциях команда Кувейта. Ну и ежедневно спортсмены съедают около 2 тонн хлеба, столько же фруктов, а на каждый обед повара варят ни много ни мало около 800 литров супа. Работники столовых отмечают, что наибольшей популярностью пользуются выпечки и макароны. Ну, всего для участников игр трудится около 90 лучших поваров со всей области. Что еще вам рассказать по поводу игр здесь на Сахалине? Ну вот, например, продолжают знакомиться с тем, что такое снег. Представители различных государств, где этого снега не бывает в принципе. Вот, в частности, индийские спортсмены. Отправилось в реневольское хозяйство, которое находится между Южно-Сахалинском и южным берегом самого большого острова России. И там индийские спортсмены смогли понаблюдать за жизнью пятнистых оленей и якутских лошадей. Они настолько увлеклись, что даже на какое-то время забыли про местные морозы и отметили, что в восторге от Сахалина. В Индии, говорят, тоже есть парки с оленями, но там местность пустынная и животные другие. Таких оленей, как здесь на Сахалине, мы прежде не видели, отметили спортсмены из Индии. Ну и еще раз, конечно же, зашел разговор про местные
морозы и про перепад температур между Индией и Сахалином, мы приехали из теплой страны, где сейчас около плюс 40, иногда и 45 градусов. Отметили фигуристы Ананду Айджарадж и Приям Даттет, которые выступают в соревнованиях среди юношей и которых мы увидим не раньше завтрашнего дня, а сегодня мороз минус 28, поэтому мы себя чувствуем несколько неуютно, потому что одеты были, скажем, в легкие курточки, прежде чем получили одежду от местных жителей и организаторов. Отметили индийцы, и тем не менее им здесь все очень нравится. Кстати, обратите внимание на одного из индийских атлетов. Он здесь буквально покорил специалистов и публику тем, что не очень хорошо, прямо скажем, стоит на коньках, но изумительно исполняет аксель, пока это аксель в 2,5 оборота, и одно из вращений со сменой позиции он делает просто, вращение в волчке он делает просто шикарно, с ровной спиной, с четкой центровкой. Ну, в общем, посмотрим еще и на индийского фигуриста. Впрочем, это случится не раньше следующего соревновательного дня, а пока продолжаем смотреть за соревнованиями среди девушек. Чуа Шармен Скай из Филиппин является второй представительницей этой страны и сейчас показывает нам свою короткую программу. Уже по стартовым аккордам, возможно, вы догадались, что это одна из песен, входящих в официальный саундтрек такого фильма, как «La La Land». И эта песня носит такое солнечное название «Очередной солнечный день». И это на 100% подходит под то, что мы видим на Сахалине. Я уже 5-й день провожу на этом острове, и каждый из этих дней является солнечным. Причем местные жители признаются, что подобная погода далеко не привычна для Сахалина. Зимой здесь, как правило, значительно теплее. Температура колеблется от -5 до -15, но и массе своей пасмурно, а иногда и снежно. В этом году снега не так много, как, возможно, хотелось бы, но
Зато очень много солнца и очень трескучие морозы. Прилетели мы сюда, было где-то порядка минус 32-33. Но так каждое утро просыпаешься, смотришь на градусник, благо в гаджетах он теперь присутствует практически повсеместно, и обнаруживаешь, что снова минус 29. Хотя вот сегодня несколько потеплело, утром было где-то в районе 25 градусов ниже нуля по Цельсию, а днем температура поднималась даже до минус 18. Но к вечеру она вновь опускается, преодолевает отметку 20, а иногда и 25, что, впрочем, не мешает каждому из дней оставаться солнечной. Впрочем, сейчас на часах уже 19:25 по сахалинскому времени, а значит, небесное светило уже закатилось за горизонт. Теперь солнечный день. Уже говорим о нем как о прошедшем. И тем не менее продолжаем вспоминать и фильм «Ла Ла Ленд», и катание этой филиппинской фигуристки. К слову, ни кино, ни музыка из этого кинофильма не очень нравится Татьяне Анатольевне Тарасовой, но Татьяна Анатольевна это не мешает нам, зрителям, любить вас всей душой и в очередной раз от всей души поздравить с днем рождения. 13 февраля. День рождения Татьяны Тарасовой. Самое настоящее столпотворение творится сейчас в Ледовом дворце спорта «Кристалл», где продолжают соревноваться спортсменки. Впереди еще самое интересное выступление Алены Канышевой и двух корейских фигуристок, но также нескольких спортсменок, выступающих за вторую сборную Сахалина. Это Ангелина Бельмасова и Диана Джулакян. Также спортсменка из Татарстана, Ясмина Кадырова. В общем, россиянки представлены здесь очень широко и очень интересным составом. 31,9 балла результат второй филиппинской спортсменки. Я сейчас сравниваю его с результатом первой филиппинской спортсменки, но могу отметить, что Диана Габриэла Агилар чуть-чуть опередила партнершу по команде, набрав 33,5. Здесь чуть ниже оценка 31,9. На лед приглашается Next on the ice, representing Russia, Виктория Ануфриева. Мы же будем с большим удовольствием встречать следующую фигуристку, которой является Виктория Ануфриева. Спортсменка, представляющая Уральский федеральный округ и уже неоднократно мелькавшую в нынешних соревнованиях детско-юношескую спортивную школу номер 8 «Локомотив» из Екатеринбурга.
Ну вот еще одна спортсменка, представляющая Уральский федеральный округ, показала, что спорт на Урале продолжает развиваться. Очень приятное впечатление здесь оставили уральские шорт-трекисты. И очень обидно было наблюдать за тем, как эстафетная девичья команда по шорт-треку не лучшим образом исполнила свою заключительную гонку, но не лучшим образом из-за того, что не сумела в одном из виражей устоять на ногах Анна Овчинникова, одна из самых, наверное, интересных и перспективных конькобежек на короткой дорожке. И, к сожалению, это падение стоило уральским спортсменкам места на пьедестале почета, которого они были, на мой взгляд, безоговорочно достойны. Но это и есть большой спорт, что даже в таком, казалось бы, относительно, сейчас говорю именно относительно, по сравнению с тем же фигурным катанием, технически несложном виде спорта, как шорт-трек, беги себе и беги, казалось бы, да, что может быть проще, но, во-первых, очень сложная техника прохождения виражей и вообще, в принципе, сложная техника управления коньками, катании, ошибка стоила девушкам Уральского федерального округа места на пьедестале почета, место 4. Сейчас Виктория Ануфриева показывает, что на Урале не только бегут быстро девчонки, но еще и здорово катаются на коньках в фигурном катании. Но вот, правда, длительная техническая бригада усматривает недокрут на тройном луце в каскаде с двойным тулупом. И еще на флипе недокрут. И в итоге, конечно, техническая оценка падает по сравнению с тем, что увидела публика в окончании проката. Но в целом все равно очень приятное впечатление продемонстрировать это 13-летний спортсмен. Но 51 балл, тем не менее, это какой четвертый результат на сегодня. Сейчас появляется возможность оказаться даже в последней, сильнейшей разминке у Виктории Ануфриевой, но, скорее всего, она будет претендовать на место во второй группе участницы. И это тоже, на мой взгляд, очень серьезный результат для этой фигуристки. 51 балл ровно ее результат. Очень тепло встречают сейчас спортсмены очередную фигуристку по одной простой причине. Она своя, она местная. Это Ангелина Бельмасова, высокорослая фигуристка из второй сборной Сахалина. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Очень обидно, буквально в последний момент на заключительном прыжковом элементе упала Ангелина Бельмасова, но тем не менее ее очень тепло принимает публика, и это тоже, согласитесь, очень важно, когда ты своим выступлением покоряешь зрителей. Понятно, что они немножко благосклоннее к тебе настроены, нежели к большинству других фигуристов, потому что ты свой, ты местный, ты, в общем-то, знаком многим из этих зрителей, об этом мы тоже уже говорили. Но что касается Ангелины Бельмасовой, то она считает, что ей есть чем гордиться. В частности, она гордится своими тройными прыжками. И единственная из всей команды Сахалина по фигурному катанию, что представлено на этих играх Дети Азии, никогда не собиралась, даже не думала заканчивать с фигурным катанием, всегда знала, что она следует в правильном направлении. Впрочем, сейчас встает некий выбор, что же делать дальше, о котором задуматься Ангелина планирует уже после окончания игр Дети Азии, а на самих играх собирается выложиться по максимуму. Были, конечно, некоторые огрехи в ее выступлении, вот в частности, уже на стартовом каскаде тройной сальхов мне показался недокрученным. Да, и, похоже, техническая бригада приходит к тому же выводу, но вот очень обидно, конечно, за падение с двойного флипа. Вроде бы все шло по графику, все шло по плану у этой спортсменки. Но вы сами, наверное, видите, что такая высокорослая спортсменка. Видимо, сейчас наступил период активного роста, и ей не просто справляться с новыми антропометрическими характеристиками. Мне, в свою очередь, очень хочется, чтобы она продолжила заниматься фигурным катанием и добилась в нем серьезных успехов. Вот, в частности, хотя бы таких успехов, как уже появившаяся на льду обладательница бронзовой медали в финал Гран-при среди юниоров нынешнего сезона Алена Каншева. Пока ждем оценки Ангелины Бельмасовой, ждем вынесения судейского вердикта. Собственные оценки 33,84 балла, занимает место в верхней части турнирной таблицы Ангелина Бельмасова. Достойное выступление и достойный результат. Ну а теперь на льду один из главных претендентов на победу, в том числе в этом турнире. Спортсменка, выступающая за Москву, Алена Каншева, тренирующаяся в группе Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой. Она стала второй на этапе юниорского гран-при в Австрии, в городе Линце. Также второе место заняла в Ереване. Сумела с этим результатом пробиться в финал и в Ванкувере стать третьей. И сейчас мы вновь услышим Show Must Go On. Оно предварит эту замечательную мелодию группы Queen, конная соната легендарного немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Да что же это такое? Два главных фаворита среди российских спортсменов. Во всяком случае, этих соревнований Ксения Синицына и Алена Канышева, которые показывают уникальное скольжение. Вы, наверное, обратили внимание на исполнение дорожки шагов от Алены Канышевой. И в целом обладают блестящим набором качеств, которые должны, по идее, помогать им добиваться серьезного успеха. К сожалению, не справляются с прыжковыми элементами. Упала Ксюша на исполнение тройного луца, тройной флип, не покорился Алене Канышевой. И сейчас еще вопрос, какой итоговый результат покажет Алена. Возможно, просто пройден пик формы, который пришелся на начало сезона, на юниорский этап Гран-при, также на середину сезона, когда Алена выступала в финале чемпионской серии, добившись, на мой взгляд, просто выдающегося результата, бронза в той компании, в которой она оказалась. Это что-то запредельное. Тем не менее, эта бронза досталась Алене Канышевой, которая, напомню, еще на следующий год не будет иметь возможности выступать на взрослом уровне. Она проведет следующий сезон совершенно точно в соревнованиях среди юниоров. Но сейчас мы ждем, что же получится. Возможно, сказалась некая сложность с активизацией. Нет данных, когда прилетели на Сахалин. В частности, я знаю, что Данил Самсонов и Егор Рухин приземлились здесь ранним утром 8 февраля, то есть на начало короткой программы у юношей. Здесь уже будут Даниил с Егором 6, получается, дней, то есть пик акклиматизационный, который считается, приходится на 4-5 день, уже будет пройден, и таким образом им будет кататься проще. А вот что касается девушек, не знаю, не буду утверждать, не возьму на себя такой ответственности. Очень жалко, потому что здорово катается Алена Канышева, и в целом обратить внимание хотя бы только на это вращение. Четкая центровка, великолепный выход. Алена Канышева, Россия. Снисходительно улыбается сейчас Светлана Панова. Давайте посмотрим на оценки. И тем не менее, оценки, смотрите, ну, наивысшие среди всех, кто откатался сегодня. 65 и 62 сотые балла, абсолютно заслуженно. Наивысшая оценка за технику, высшая оценка за компоненты, и она выходит на первое место. На лед приглашается Next on the ice, representing Russia, Диана Джулакян. И снова взрывается трибуны Ледового дворца спорта, так хочется сказать, айсберг. Нет, это еще не Олимпийские игры, это еще не Сочи, это только Кристалл, но тем не менее тоже очень серьезное состязание. Диана Джулакян представляет сборную Сахалина, и заметьте, кто ее выводит на лед. Чемпион мира среди юниоров в танцах на льду с Викторией Синицыной, Руслан Жиганшин. На льду Диана Джулакян.
Диана в фигурном катании с 7 лет, причем пришла она в спорт вместе с сестрой и признается, что ориентируется в этом виде спорта только на лучших. Не случайно мы сейчас видим, видимо, и по этой причине, что она взяла для своей короткой программы музыку из балета Минкуса «Дон Кихот», ту самую музыку под музыкальное сопровождение которой стала олимпийской чемпионкой наша звездочка из Ижевска Алина Загитова. Ну, если в Удмуртии могут рождаться олимпийские чемпионы, то почему бы к большим успехам не прийти спортсменке Сахалина. К тому же утверждение о равнении только на лучших подтверждается и в выборе тренера. Руслан Джиганшин, спортсмен очень известный, добивавшийся серьезных успехов в танцах на льду с Викторией Синицыной. Напомню, это пара чемпионы мира среди юниоров в свое время, и это спортсмены, которые выступили на Олимпийских играх в Сочи в составе сборной России в танцах на льду. Видите, что, к сожалению, не получилось. Одно из вращений у Дианы, и это мало того, что очень болезненно, плюс ко всему еще очень обидно, потому что ты теряешь большое количество баллов. Я боюсь, как бы вообще это вращение не обнулили арбитры, и тогда, конечно, потеря баллов будет очень серьезной. Всего 7 технических элементов. Да, вот сейчас, согласно предварительным данным, это вращение не будет Диане засчитано, и, как следствие, она остается без одного из всего 7 технических элементов. Ну и обращает на себя внимание также каскад из Луции Ридбергера. Пока, подчеркиваю, пока это двойной Луц и двойной Ридбергер, но стремление к лучшему, к самому сложному прыжковому набору, оно, конечно, заслуживает всяческих похвал. Итак, Диана Джулакян, сборная Сахалина, представила свою короткую программу. Вот он, Руслан Джиганшин, такой же, как и во времена выступления на соревновательном льду. Молодой, подтянутый, яркий. Диана Джулакян, Россия. 35,23 балла. И если я сейчас ничего не путаю, это лучший результат среди спортсменов, представляющих Сахалин. Она становится 10-й. Давайте проверим. Она опережает Ангелину Бельмасову. Ну да, действительно, она становится сильнейшей из девушек, которые представляют Сахалин. Ангелины Бельмасовой на 1,5 балла меньше. 35-23. Результат Дианы Джулакян. Ну а закрывает выступление в этой группе участниц Ясмина Кадырова, которая, согласно нашим данным, представляет Республику Татарстан, но недавно она перебралась, я понимаю, в Санкт-Петербург. Не будем сейчас заниматься гаданиями, а просто послушаем Джерри Холливелл и ее песню. Может быть, сегодня удастся показать что-то сверхъестественное и в вместе сюрприз, если не Кадырова. А почему нет?
классно же! Классное выступление демонстрирует Ясмина Кадырова. Шикарнейшее заключительное вращение. Очень надеюсь, что не найдут к чему придраться члены технической бригады. Там так и хочется поставить 4-й уровень и налепить плюсов от арбитров. Но в целом вы видите, что сейчас Ясмина Кадырова получает одну из самых высоких технических оценок за свой прокат и таким образом будет претендовать на такое впечатление, на сильнейшую разминку в произвольной программе, то есть на тех девушек, которые будут кататься позже соперниц в самом конце соревновательного дня, а также на то, чтобы, возможно, побороться сейчас даже за 4-ку сильнейших. Вот давайте посмотрим на те результаты, которые сейчас горят на табло. 65,62 балла Алена Канышева, 61,34, 61,26, соответственно, Аляна Вахитова и Ксения Синицына. Дарья Батяева 54,7. На мой взгляд, есть хорошие шансы у Ясмины Кадыровой оказаться выше Дарьи Батяевой, хотя не скрою, там мне сегодня очень понравилось. Та каталась раньше всех, та каталась первой и исполнила свою программу крайне уверенно и очень чисто. Но что касается Ясмины Кадыровой, покоряет, вот буквально покоряет. Да, вот небольшая расцентровочка в этой комбинации вращения. Так, смотрите, какой плотный волчок. Ну и заключительное положение во вращении в этой короткой программе. Это вообще чистейший совершенно восторг. Сейчас на льду уже появляется следующая группа участниц, спортсменок, которые представляют вот это заключительное вращение с сложностью ходом фильма. Ну, изумительно. Мне очень понравилось. And so tonight we say, hip hip. Публика наслаждается происходящим. Нет вообще свободных мест. Даже многоуважаемым волонтерам не находится позиций на трибунах. Я в очередной раз в трансляции хочу отметить, насколько важную роль играют волонтеры в организации крупных событий. Мне посчастливилось быть на многих крупных соревнованиях, только по фигурному катанию. Ясмина Кадырова, Россия. На короткую программу получает 60 Вот это баллы получает Ясмина Кадырова. Она вторая, представляете, вслед за Аленой Канышевой. Она опережает Ксению Синицыну, она опережает Лиану Вахитову. Ну, честно признаться, я ожидал высоких оценок, но что она сейчас будет второй, все же не предполагал. Шикарное совершенно выступление этой фигуристки и результат, который превзошел всячески ожидания. 62-44. Это прям вот такой уровень, на который хочется равняться. Ну что же, у нас поменялась тройка лидеров. Алена Канышева возглавила таблицу после выступления этой группы участниц, а на второе место вышла Ясмина Кадырова, которой теперь предстоит в произвольной программе показать, что она не случайно получила столь высокие оценки. Тренировалась она до 2017 года в Казани, после чего перебралась в Санкт-Петербург и сейчас занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Звездный лед», тренируясь у Татьяны Мишиной. Ну и все становится сразу на свои места, все становится понятно, насколько высок уровень этой спортсменки. Мы тем временем перебираемся на лед, да, где уже вовсю разминаются фигуристки, представляющие заключительную группу участниц. Это две спортсменки, выступающие за команду Таиланда. Я даже пытаться сейчас не буду полностью прочитать их имена и фамилии. Также мы с вами увидим представляющую Дальневосточный федеральный округ Ксению Касимову. Ну и посмотрим на сибирячку Марию Шевелеву. Это что касается фигуристок из нашей страны. Но я призываю вас обратить наиболее пристальное внимание на спортсменок, выступающих под флагом Южной Кореи. Это Юян.
нынешнем сезоне она отметилась с выступлением на 2 этапах юниорского гран-при, заняла 3-е место в Братиславе и 4-е в канадском Ричмонде, а также выиграла 2 небольших турнира в Таллине, Таллин Трофи в 2018 году, и уже в 2019 году Юян первенствовала на Bavarian Open, турнире, который прошел совсем недавно в Оберсдорфе, уже в этом календарном году. Второй фигуристкой, на которую нужно прямо вот смотреть, не отрываясь из этой группы участниц, является ее соотечественница Хайен Ли, еще одна спортсменка из Южной Кореи. Кореянки привезли сюда очень достойный состав, которому вполне по силам побороться за самые высокие места. Но не будем торопить события. Хайен Ли выступает под заключительным стартовым номером. Мы тем временем посмотрим еще на фигуристок, которые выступают за сборную Таиланда. Тайцы тоже здесь представляют такую страну, которой пока еще непривычно выступать на снежных и ледовых площадках. Тем не менее, сборная Таиланда уже успела полюбиться местной публике, и ее очень тепло поддерживают зрители из Южно-Сахалинска. Ну, тут такие команды, как Кувейт, как Таиланд, как сборная Филиппин, они получают наибольшее число аплодисментов, наибольшее число поддержки со стороны публики, потому что они уникальны. Хайен Ли будет кататься под 33-м стартовым номером чуть позже, чем соперницы. Пока давайте обратим внимание на ту фигуристку, фамилию которой сейчас есть, наверное, уже смысл попробовать для начала прочитать. Нафат Луканатинакорн. Это первая фигуристка из Таиланда, которую мы видим на сегодняшнем льду. Ну и давайте посмотрим, что она нам приготовила, и пожелаем ей успешно откататься на играх Дети Азии 2019. When
Очень приятно, что на мировой карте фигурного катания появляются такие страны, которые даже помыслить не могут о наличии естественного льда на их территории. И тем не менее, мы видим, что сборная Таиланда уже относительно успешно ощущает себя на этом катке. Для начала на соревнованиях по шорт-треку там тайцы далеко не всегда занимали последние места в забегах и даже претендовали, по-моему, на попадание в четвертьфинал. И в целом, вообще, мне очень хотелось увидеть сборную Таиланда в эстафетных гонках, но, к сожалению, пока такой возможности не предоставилось. А что касается вот этой спортсменки, которая только что выкатала свою короткую программу, то тоже она производит неплохое впечатление. Вот вполне достойный луч. Пока это вот 2 оборота. Это выглядит несколько наивно при уровне претензий российских спортсменок на какие-либо итоговые результаты. Но не забывайте, Россия в фигурном катании — это 120 лет успешных выступлений, в том числе на Олимпийских играх, вспоминаем Николая Панина, Колоденкина. А Таиланд, я вот не помню, чтобы туристы из этой страны когда-либо попадали на чемпионаты мира и уж тем более Олимпийские игры. Им просто не хватает технического минимума, той базовой оценки, которую нужно набрать, чтобы отобраться на большой серьезный турнир. Но вот здесь такой строгой регламентной нормы по техническим оценкам нет, и поэтому мы видим, подрастающее поколение тайских фигуристов уже демонстрирует вполне серьезные навыки выступлений на подобном льду. Оценка, конечно, будет совсем невысока, но пока мы оцениваем этих спортсменок все-таки по несколько иным характеристикам по сравнению с теми, кто претендует на победу. И вновь повисает небольшая пауза по объявлению оценок для спортсменки из Таиланда. Тем временем уже мы видим, что на льду появляется спортсменка, выступающая за Дальневосточный федеральный округ, Ксения Касимова. А нам еще раз повторяют те элементы, которые удались в программе Напад лука на Тинакор. Вот такая хорошая проверка для речевого аппарата. Неплохо обычно двойным прыжкам от спортсменки. Смотрите, какой уверенный флип, 2 оборота, какой сложный выезд, какая интересная позиция после окончания прыжкового элемента. Вполне достойное выступление. Ну что же, будет ли оглашен вердикт? Таиланд. За короткую программу получает
29,5 балла. Не так плохо, кстати, заметьте, неплохая оценка за компоненты у этой фигуристки. Подтянет первую оценку и будет совсем хорошо. А пока 20 место из 28 участниц тоже для тайской девушки, мне кажется, это совсем неплохой результат. На лед приглашается next on the ice, representing Russia, Ксения Касимова. Касимова объявляют по катку. Ну, если так говорит судья-информатор, то будем тоже придерживаться подобного ударения. Итак, Ксения Касимова из Владивостока, представляющая Дальневосточный федеральный округ и школу фигурного катания «Метелица». Тренеры Илона Денисова и Татьяна Пец. En amour, sur l'eau des fontaines, en amour, où le vent les emmène, en amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales tout roses. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les emmène, mon amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Очень приличное катание продемонстрировала Ксения Касимова, в частности, оригинальный каскад из тройного Сальхова и двойного Ридбергера, который прозвучал уже во второй половине программы, и он по-настоящему украсил это представление Ксении. Может быть, пока она не готова бороться за лидерство в этой кампании, но она продолжает продолжает, наверное, подтверждать то приятное впечатление, которое в целом производят эти соревнования. Можно, конечно, придираться, вспоминать юниорское первенство нашей страны, где практически все девчонки исполняли каскады 3-3, где больше 2/3 выступивших чисто катали короткие программы. Но не забывайте, там практически все представляют Москву и Санкт-Петербург, традиционно очень фигурные регионы, на настоящий момент сильнейшей страны в женском одиночном катании. А здесь мы видим исключительно фигуристов, представляющих те регионы, которые не всегда могут позволить себе даже побороться за попадание на первенство России, не говоря уже о взрослом чемпионате страны.
И, к слову, две москвички, Алена Канышева и Ксения Синицына, сегодня не обошлись без серьезных огрехов в катании. Хотя обе, конечно, очень понравились, и Алена продолжает возглавлять таблицу, а Ксения находится в четверке сильнейших с минимальным отставанием от третьего места. Но в целом можно сказать, что при наличии таких дополнительных факторов, как возможное прохождение пика формы в сезоне, при том, что нужно проходить акклиматизацию, потом крайне непривычные для московской зимы погодные условия, все это, безусловно, сказалось. Но сам факт, что сегодня, по большому счету, из тех, кто производит впечатление, не выпал почти никто, это прям реальный факт. Ксения Касимова, Россия. Единственным, может быть, исключением видится спортсменка из Кувейта, а все остальные как-то на таком выше среднего уровня, я бы отметил. Девятый текущий результат показывает, все-таки Ксения Касимова сейчас поправилась, диктор-информатор по катку, и мы, значит, сделали верное предположение изначально. 42 с лишним балла набирает эта фигуристка. Ну что же, это здорово. Это, пусть она сама, похоже, не очень довольна, тем не менее, на текущем уровне, на этот момент она занимает высокую 9-ю строчку. А мы смотрим на вторую фигуристку, представляющую Таиланд. Это Ничса Ритпракончао. Вообще очень достойное, очень приличное выступление спортсменки из Таиланда. Вспомним, что ее соотечественница получила крайне приличные оценки за компоненты при примерно такой же оценке за технику. При этом я отмечу, что Ниша, она остается без элемента. Обязательный аксель она исполнила, но регламент гласит, что этот аксель должен быть в 2,5 оборота в соревнованиях среди девушек, а в исполнении тайской фигуристки мы увидели только
полуторный аксель, и таким образом он не будет засчитан. Каскад из двойного Сальхова и двойного Ридбергера будет оценен по достоинству, но давайте сейчас посмотрим. Вот он аксель, хороший заход, но совсем невысокий прыжок и слабая крутка, лишь 1,5 оборота, это практически не приносит баллов в произвольной программе, а в короткой и вовсе это недозволенный элемент. И вот прямо рядом с нами уже начинает разминать свои элементы в короткой программе Ян Ю. Она сейчас успешно исполнила тройной луц. Нам же тем временем показывают каскад из двойного Сальхова и двойного Ридбергера в исполнении спортсменки из Таиланда. Слушайте, вот то, что мы сейчас видим на льду, то, что пока недоступно публике, наблюдающей за этими соревнованиями посредством телевизионной трансляции, впечатляет. Изначально, когда услышал о тех спортсменках, которые планируют приехать на игры Дети Азии, естественно, бросились сразу в глаза имена Ксении Синицыной и Алены Канышевой, и как-то я упустил из виду, что могут приехать очень серьезные соперницы нашим девчонкам, представляющие Южную Корею и Японию. Но, к моему великому сожалению, японки фигуристов на этот турнир не прислали. А вот что касается кореянок, и Ян Ю, и Хаэн Ли, это очень серьезные девочки, которые продолжают повышать собственное исполнительское мастерство. Вот сейчас вы видите, как в одном из углов катка располагается группа поддержки корейской фигуристки. Но это в массе своей, конечно, корейские спортсмены. Хотя вот так вот узнать, кто из них выступает в шорт-треке, кто нет, так сразу не представляется возможным. Чуть ниже соотечественницы получает оценку за короткую программу Ниша 25-70. У той было 29. Inchisa Vikrahon Chao from Thailand has earned in the short program 25.73 points, which brings her currently in 26th place. Ну и теперь встречайте спортсменку, которая готова бросить вызов российским фигуристкам. Это Ян Ю, девушка из Южной Кореи. Родом она из Сеула. Сейчас тренируется у известнейшего американского специалиста Тома Закрайчика. Программы ей ставили ни много ни мало короткую Шелленбурн, произвольную Марина Зуева. В короткой программе прозвучит танго любви. И глядите, смотритесь и в эту программу, и в эту фигуристку, и я вас уверяю, вы узнаете много интересного о фигурном катании. Это фигуристка, которая сейчас способна бороться за лидерство.
А вот вам и новый лидер соревнований «Дети Азии 2019» Ян Ю. Обратите внимание на нее. Я думаю, что вы уже успели понять, насколько хороша эта фигуристка. И сейчас мы на замедленном повторе разберем ее программу еще раз. Уверенное выступление, чистейший совершенно прокат. Вообще вот так вот, если навскидку вспоминать, кто чисто катался, то я могу вспомнить только Дарью Батяеву, которая выступала под первым стартовым номером и которая представляет республику Саха, а также, наверное, Ясмину Кадырову из Татарстана, которая сейчас занимает текущую вторую строчку. Все, больше-то не было тех, кто катался чисто, и вот сейчас Ян Ю из Южной Кореи показывает, что она готова вполне претендовать на самые высокие места, и не только на этом турнире. Оценка грядет, я так полагаю, что в районе 70. А это сейчас экстра-класс. Стартовый каскад, тройной луц, тройной тулуп. Изумительно совершенно, полностью докрученные прыжки. Замечает также это тройной флип. И тоже докручен. Заметьте, что она катается на облегченных лезвиях. Чего, по-моему, сегодня еще ни разу не видели до ее выступления. Ну, вот, может быть, небольшая потеря реберных вращений, слегка ушла спортсменка на зубец, но в целом совершенно точно текущее первое место. Прям вот 100%. Да, в вращениях иногда появляются моменты, к которым можно придраться, но как только находит точку опоры Ян Ю, она демонстрирует и четкое количество оборотов, очень красивую позицию, и выход в Бирман тоже шикарно. Совершенно потрясающе откаталась Ян Ю, при том, что она в нынешнем сезоне не попала в финал Гран-при. Она была 3-й и 4-й на своих этапах, но потом выиграла 2 взрослых турнира. Таллин Трофи в Таллине и уже в январе этого года Bavarian Open в Оберсдорфе. А вот и Том Закрайчик приехал из далеких Соединенных Штатов Америки. Ну сколько же? 71,39. Это с запасом лучший результат текущих соревнований. Ну и еще одна такая небольшая деталь. Лидер по итогам короткой программы на текущий момент соревнований «Дети Азии 2019» на тренировке разминала четверной Сальхов. И учитывая, что она уже выступает, имеет возможность выступать на взрослых, может стать первой взрослой спортсменкой, которая исполнит этот прыжок на официальных соревнованиях. Другое дело, что эти соревнования все-таки проходят по юниорскому возрасту, но это соревнования, на которых присутствуют официальные представители ИСУ, чего только стоит вице-президент ИСУ Александр Лакерник. Так что будем ждать свершений от этой фигуристки. Ну а мы тем временем следим за выступлением Марии Шевелевой, красавицы, спортсменки, представляющей Сибирский федеральный округ.
еще один блестящий прокат, которому стала свидетелем сахалинская публика, выдала Мария Шевелева, спортсменка, которая родом из Омска, тренируется под руководством Ларисы Тарапат. Не стушевалась, ей пришлось дольше остальных спортсменок ожидать своего выступления в короткой программе и выдала очень достойное выступление. Вот обратите внимание на то, какой же сильнейший уровень женского и девичьего фигурного катания в России, если даже такие фигуристки, как Мария Шевелева, не пробиваются на первенство страны. Даже на юниорский чемпионат не хватает стартов и рейтинга, которые они показывают по ходу сезона. Пока еще ни разу не была в числе участниц первенства России Мария Шевелева, при том, что она сейчас, и вы это видели, по технической оценке может подняться в сильнейшую разминку. Это как минимум на текущее положение вещей. Сейчас первое место уверенно занимает Ян Ю из команды Южной Кореи. Второе место у Алены Кандышевой. Правда, отставание, скажем так, немножко тревожное. Повторяют каскад из тройного луца и тройного тулупа. Вот тулуп, к сожалению, не удался Марии Шевелевой. Большой недокрут. Я думаю, что будет даже понижен до двойного тулупа. Плюс касание второй ногой, соответственно, оценка резко уходит в минус, а и флип, и луц были очень уверенно исполнены. И аксель 2,5 тоже с четким выездом. Красивые вращения. Очень достойное выступление. Нет, думаю, что в последнюю разминку все-таки из-за ошибки на приземлении с тулупа спортсменка попасть не сумеет. Сейчас держу в уме выступление под заключительным стартовым номером еще одной очень мощной кореянки Хаин Ли. Причем мощной, естественно, иносказательно, в переносном смысле слова, ибо сама эта спортсменка очень хрупкая и такая очень нежная и женственная. Она уже сейчас появилась на льду, и мы ждем вместе с Марией Шевелевой оценок Амички и выступления Хаин Ли. Вот она, публика, собравшаяся на трибунах Сахалинского дворца спорта «Кристалл». Мы видим и Руслана Жиганшина, и Ясмину Кадырову, и многих других специалистов, которые уже вывели своих спортсменок на лед. Ну, по большому счету, осталось нам посмотреть за одним единственным выступлением. И несмотря на то, что время неумолимо приближается к 9 часам вечера, а началось все действо, именуемое фигурное катание, в 16 часов по местному времени, публика по-прежнему не покидает своих позиций. Мария Шевелева, Россия. За короткую На 53,35 балла получает Мария Шевелева. Уступает, смотрите, чуть больше полубалла она уступает Дарье Батяевой, но та, катаясь первой, каталась все-таки чисто, а у Шевелевой приземление с тройного тулупа было серьезно подпорчено. Прыгни этот каскад, тройной луз, тройной тулуп, сейчас бы девчонки, конечно, поменялись местами. Ну и так они занимают пока соседние строчки в таблице. Что же, еще одна спортсменка из Южной Кореи. Ян Ю уже успела порадовать и покорить местную публику. Хаин Ли немножко моложе, она 2005 года рождения, Ю 2004. Родом из Сеула, родом из Даджона. Продолжает жить и тренироваться на родине, в Южной Корее, в столице, в Сеуле. И короткую программу катает под музыку с таким очень показательным названием «Никогда не бывает достаточно». I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream,
getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough for me. Never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. For me. Слушайте, ну какие шикарные кореянки, просто потрясающие, что Ян Ю, что Хайн Ли. И сейчас очень сложная задача стоит перед бригадой арбитров. Мы видим, что по технике Ю опережает соотечественницу чуть меньше, чем на 2 балла. Но мне, честно признаться, вот эта девочка понравилась ничуть не меньше, а сейчас, мне кажется, даже чуть больше, чем ее старшая партнерша по команде. Я даже на какой-то момент поймал себя на мысли, что перед глазами ощущаю не Хайн Ли, а знаменитую Юну Ким, олимпийскую чемпионку Ванкувера, владельцу серебряной медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Настолько впечатляющим оказалось выступление этой 13-летней спортсменки. 14 ей исполнится 16 апреля текущего сезона. Прям очень впечатлило, честное слово. Абсолютно идентичный мужской набор, но вот может быть крохотный недокрут был на тулупе, но его, как правило, оценивают в пользу спортсмена, в пользу фигуриста. Изумительная совершенно спортсменка, просто изумительная. Эти две корейские девочки показывают, что Юна Ким зажгла ту свечу фигурного катания, которая продолжает гореть. Сейчас на чемпионате 4 континентов выступали еще корейские девчонки, включая и Инсулин, которая уже успела покорить публику по всему миру и своим катанием, и своими внешними данными. Подрастает и молодой человек Джун Хун Ча, который тренируется в Канаде и который сейчас ни много ни мало стал бронзовым призером сначала на одном этапе Гран-при, на втором этапе Гран-при среди взрослых, в финале Гран-при стал третьем и забрался еще в тройку на чемпионате 4 континентов. То есть стабильный парень, при том, что его по-прежнему считают даже не темной, а только слегка темнеющей лошадкой, и не причисляют к числу фаворитов, а он раз за разом влезает на подиум и собирает медали по ходу только текущего сезона. Что касается вот этих двух фигуристов, ну это прямо самое настоящее украшение текущих соревнований. Мне кажется, вполне способны кореянки, и одна и другая, бороться за золото этих соревнований. Ну, правда, у Алены Канышевой и Ксении Синицыной в произвольной программе оценки по сезону существенно выше, подчеркиваю. Но, тем не менее,
кореянки, похоже, очень хорошо готовились непосредственно к этому старту. И вышли на очень серьезный уровень. Так, срезают технику. Видимо, этот недокруг все-таки появился. Возможно, есть придирки к ребрам у Хайн Ли, и она съезжает под Алену Канышеву. 65-62 у нашей спортсменки, 65-13 у Хайн Ли. Она занимает сейчас третью строчку, но разница между ней и Аленой совсем небольшая, меньше полубалла. Плюс ко всему на международных стартах еще ни разу не получали таких оценок, что Хайн Ли, что Ян Ю. Это их лучшие результаты в случае, если эти оценки пойдут в зачет официальных стартов ИСУ, 65-16 даже еще ближе она к Канышевой, нежели при предыдущей объявленной мной оценке. В общем, классный получается турнир. Как минимум на 8 спортсменок я вам предлагаю обратить самое пристальное внимание. Первая восьмерка, плюс еще Полина Егорова, плюс еще спортсменки из Сахалина. В частности, мне очень понравилась Диана Джулакян. Ангелина Бельмасова тоже произвела крайне приятное впечатление. Ну и, собственно, те фигуристки, которые представляют еще те страны, что мы по-прежнему считаем экзотическими, они, в общем, тоже понравились. Поэтому обязательно смотрите наши соревнования в произвольной программе. Это будет в субботу. Не пропустите короткую программу в соревнованиях среди юношей. Начнется все в 16 часов по местному, по сахалинскому времени уже в четверг. И вы обязательно получите удовольствие. Напомню, что в соревнованиях среди юношей присутствует победитель первенства среди юниоров российского первенства Данил Самсонов, а также Егор Рухин, представляющий группу Михаила Беридзе. Ну и плюс ко всему там еще будет немало крайне любопытных молодых людей, прыгающие и вращающиеся, но не очень хорошо катающиеся спортсмен из Индии и многие-многие другие. Фигурное катание — это классно, не пропустите. Не верите? Спросите у любого из сахалинских зрителей, что сегодня на протяжении почти 5 часов до отказа заполняют трибуны Ледового дворца спорта «Кристалл». Это «Дети Азии 2019». Очередной соревновательный день подходит к концу. Фигурное катание на сегодня завершено, но впереди еще много любопытного. Меня зовут Александр Гришин. До новых встреч на спортивных объектах Южно-Сахалинска.